Здравствуйте, меня зовут Тулепергин Женитке. Я учусь в 6 классе школы имени Ахмеда Байтурсун-Улы. Моя родина Казахстан. Республика Казахстан находится в центре Евразии и является одновременно европейско-азиатским государством. Большая часть страны расположена в Азии, а меньшая в Европе. Такое географическое расположение повлияло на историю формированной государственности и развития Казахстана. Его территория уже в эпоху палеолита стала местом расселения первых людей. Сейчас через республику проходят важные торговые, экономические пути и маршруты, что позволяет связывать Казахстан как с европейскими, так и азиатскими государствами. Такой синтез прослеживается в течение всей казахской истории, которая очень насыщенная, динамическая, наполненная яркими событиями. В 1995 году в Казахстане открылась фабрика по производству тенге. Первая партия банкнот в тенге была напечатана в Соединенном Королевстве, а первые монеты были отчеканы в Германии. Первый президент Республики Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, который уберет все надписи на русском языке с будущих банкнот и монет в тенге. Для меня Казахстан не только место, где мне посчастливилось родиться и жить. Это в первую очередь потрясающая природа, изобилие полей и степей. На одном конце страны еще лежит снег, на другом уже расцветает растение и кипит жизнь. Природа Казахстана нравится не только мне, но и множество людям по всему миру. Казахстан такой родной для меня уголок, что кажется невозможно почувствовать себя так же уютно где-нибудь в другом месте. Однако каждый раз мне удается увидеть здесь что-то новое, еще неизведанное. Каждый день приходит как до знакомства со своей родиной, ведь даже за всю свою жизнь не удастся познать все прелести и красоты моего края. Сегодняшний Казахстан – это страна обучения, страна качественно подготовленных молодых кадров. Вроде совсем недавно мы осваивали компьютеры, а сейчас мы уже знаем, что такое интерактивная доска. Хотя совсем недавно интернет для нас был новшеством, а сейчас мы не видим ничего сложного и свободно пользуемся мобильной связью. Наши спортсмены занимают призовое место на международных соревнованиях и конкурсах. Наша молодежь уезжает работать в соседние государства, тем самым показывая, что и в Казахстане образование ничуть не хуже, чем в других странах. Все вместе это позволяет нам гордиться нашей страной и тем, что мы родились и живем именно здесь. Для тех, кто приехал к нам из других стран, Казахстан стал вторым домом, второй родной страной. И люди, приехавшие к нам из-за границы, и коренные жители нашей страны любят Казахстан, уважайте его. Но для того, чтобы с гордостью назвать себя казахстанцем, этого мало. Государство зависит от своего народа, и если народ будет становиться лучше, и то сама страна постепенно станет лучше. Мой Казахстан прежде всего это мирное небо над головой и мирная жизнь, где всегда и везде люди желают мира и согласия. Родители беспокоятся о благополучии своих детей. Современная молодежь стремится к получению образования. И все мы объединены одним нашим общим государством. И все это сопровождается толерантностью друг к другу. На казахском, русском, немецком, азербайджанском, татарском и других языках издаются книги и газеты, работают национальные театры, эстрадные ансамбли, придаются национальные программы на радио и телевидении. Когда-то первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев сказал:
Дружба народов, взаимопонимание и солидарность. Вот основа, на которой мы строим новый Казахстан. Республика Казахстан многонациональна, и в этом еще одно преимущество, потому что мы все единое целое, и нас объединяет наша Родина, дружба, уважение, взаиморучка и общая культура. У нас, у казахстанцев, есть красивая столица Нур-Султан, есть города, в которых строятся новые, красивые дома, есть люди, которые улыбаются друг другу при встрече, есть ветераны и все старшее поколение, студенты и школьники, которые получают хорошее образование, чтобы в дальнейшем стать достойными гражданами Республики Казахстан. Я стараюсь уделять большое внимание в учебе, чтобы государству нового тысячелетия необходимо образование, активные люди, и от меня тоже будет зависеть будущее нашего государства. Казахстану необходима интеллектуальная революция, которая позволит пробудить и реализовать потенциал нашей нации, говорит Нурсултан Назарбаев. Лично я буду стараться отлично учиться, работать на благо государства, чтобы внести вклад и развитие моей родины, Республики Казахстан.